4 общественных пространства были открыты и оборудованы в рамках совместного проекта ВАК и Общественного центра социальных инициатив в отдаленных селах республики. Также проведено 4 тренинга по социальному проектированию с последующим закупом необходимого для реализации проектов инвентаря. Здесь на площадке Общественной палаты встречались, и можно сказать, что мы дали такой старт вашему проекту. Мы рады, что проект был поддержан фондом президентского вот этого гранта. Возможно, это первый такой вот от Общественной палаты такой вот старт дан. Надеюсь, что и дальше наши коллеги и другие заинтересованные в этом тоже также последуют вашему примеру. На тренингах школьники самостоятельно определяли, какие мероприятия и объекты наиболее актуальны для их сел. Совместный проект с Российским общественным центром социальных инициатив весьма значим, ведь сотрудничество также открывает новые перспективы для развития отношений между двумя странами. Было отмечено, что это первый проект, поддержанный Фондом президентских грантов России. Это первый наш такой опыт. Помним, что старт, как сказала Гуля Михайловна, был дан на той встрече, которая у нас прошла весной этого года, когда Фонд президентских грантов объявил специальный конкурс по Абхазии для того, чтобы общественные организации со стороны Российской Федерации, абхазские НКО могли совместно реализовывать проекты. Напомним, сотрудничество стало возможным после встречи в Общественной палате, которую инициировала член Общественной палаты Ростовской области, руководитель Общественного центра социальных инициатив города Каменск-Шахтинский Ростовской области Светлана Моисеева. А после встречи в УП была достигнута договоренность о сотрудничестве со Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Общественная палата предоставила письмо поддержку проекта в Фонд президентских грантов. Мы вошли в число этих вот 8 организаций, которые участвовали в конкурсе. Видимо, потому что у нас действительно был очень надежный партнер. Вот в первую очередь, потому что на это обращали большое внимание, и мы очень рады, что у нас такой партнер. Мы вместе разрабатывали проект. В этом проекте мы поработали с селами Шашкуара в Галском районе, с селом Пакуаш в Чемчирском районе, село Оакум в Куарчалском районе и селом Гудзерхуа в Гудаутском районе. Светлана Моисеева отметила, что положительный результат в конкурсе – это заслуга хорошего партнерства. Отмечалось, что вышеупомянутые школы были обустроены не по стандартному набору. Например, привезли сплит-системы и необходимые развивающие игры, которые хотели дети. Кроме того, по просьбе школьников из села Аацы была пополнена библиотека книгами абхазских авторов и классической литературой. Самое главное итог – это вот то, что дети, которые там, для них это вот прям важно, да. И вот ощущаем, что вот такая вот, скажем, дружба, да, даже какая-то близость, какая-то родственная. То есть мы уже приезжаем в какие-то отдельные школы, и понимаешь, как будто ты уже у себя. Такое вот ощущение, и это очень дорого стоит. Порадовала история с книгами. Дети просили не фантастику, дети просили классическую литературу, и дети просили литературу абхазских авторов. У них есть, но они хотят еще больше. Да, у них есть литература и абхазских авторов, и классическая, но они хотят как полные сборники этих авторов. Да, им интересно. Продолжение. В ходе встречи представители Общественной палаты Абхазии пригласили в Ростов на 6-й гражданский форум, проведение которого планируется в ноябре. Айлита Арутюнян, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.